Хотите красоту и романтику, как в Париже? Главный символ Франции теперь в Душанбе. Появился он здесь давно, но официального открытия еще не было. И мы будем первыми, кто поднимется на башню и проведет экскурсию. Идемте. Эйфелева башня, не эта, а настоящая, открылась ровно 132 года назад, 31 марта. Душанбинская в 10 раз меньше оригинала. Она возвышается всего на 32 метра. Но она так же, как и оригинал, имеет и практическое значение. Поселфились? Нужно перекусить. Ведь башня не просто муляж, она практична. Внутри конструкции встроен лифт, который поднимет нас в ресторан. Лифт поднимается на 15 метров параллельно с третьим этажом Душанбе Молл. Башня соединяется с торговым центром 15-метровым коридором. На самом деле, соорудить башню решили Душанбе Молл совместно с турецким рестораном Саид Эфенди. Дело в том, что ресторан, который находится на третьем этаже торгового центра, работает до полуночи, а Душанбе Молл закрывается в 22 часа. А теперь гости ресторана могут попасть туда через второй ход, то есть через Эйфелеву башню. В проходе между заведением и башней можно занять столик с интересным видом. Детали и отдельно собранные конструкции были сделаны здесь же, в Таджикистане. Много подробностей владелец не раскрывает. Какой вид металла, кто инженер, во сколько обошлась конструкция. Но известно, что устанавливали предварительно собранные части за 2 дня. Всего в Таджикистане 3 копии Эйфелевой башни. Еще 2 красуются в Кулябе и Дарвазе. Но они муляжи. Виктория Петрова, Фахриддин Давлятов, Азия Плюс.